Тамерлан Курбабышта, а? Я усыраштагай. Зедартер ладуди зансарт. Фалауиражна наудиахам зансарт. Вот мы, поэтому опять я на русский перехожу. Я за что говорю, поэтому мы, когда вот начинаем свою историю вспоминать, мы почему-то вспоминаем именно тот период, когда было тяжело. Были и дома, и какие-то передвижные там жилища были, в зависимости от того, да, как он был, кочевники были или кто. Естественно, были и посуда, и какая-то предметы быта. Посуда была обязательно, конечно, потому что без нее невозможно. И пользовались разными предметами. Конечно, дошло очень мало. У нас музей, там посмотреть, там буквально фэнк, пару стульев там стоит, коладжин бандун, ну и какие-то небольшие предметы еще, которые там типа ковра, хазара замана, посуда бираудышты, кадармагай. Она много практически наши предки, скажем так, почти большинство умели обращаться с деревом. Из него делали абсолютно все. В принципе, любой предмет посуды, он, да, ритуальный, потому что прием пищи – это тоже своего рода, не своего рода, это тоже ритуал идет. И когда это сделано особенно из дерева, из живого, то, естественно, и изображается на нем какие-то небольшие там сакральные знаки или орнамент там, типа оберега, чтобы это все благоприятствовало человеку, как говорится. Насколько я знаю, как говорится, я не специалист, но насколько я знаю, символы в основном были солярные знаки. Вот, как я уже говорил, знаки растительного такого характера, скажем. Иногда изображались там какие-то части животных. Например, когда чашу делали, то ручки изображались там в виде туров, были ручки. В основном вообще это было звериный стиль был, в общем, скажем так. Сегодня я вам покажу, как небольшую такую чашечку, как она делается. Черчу круг, уже приблизительно, чтобы он был, какая чаша будет размером. И все, вот теперь его надо вырезать. Это нам надо на станке попробовать его порезать, а потом уже начнем обрабатывать. Вот. Шума будет сейчас чуть больше, конечно, побольше, но поэтому немножко потерпите, а дальше уже будем опять вручную. Приблизительная заготовка получилась. Дальше уже надо будет лобзиком вырезать еще и выбрать все отсюда. Это уже дальше будем делать. Все. Ермая югацел алканом. Это для того, чтобы лобзик не заело. Немножко подготовим. Так. Теперь надо ее вырезать.
Все, вот такая вот заготовка получилась у нас. Теперь нужно обработать края немножко на шлифмашинке. Ага. Вот сейчас немножко подровняем на шлифмашинке, а потом уже продолжим. Вот так вот. Ну вот уже края скруглили, теперь можно немножко шкуркой пройдемся шкуркой, и нужно дорезать ручку. Немножко мы ее уже дорезали, поэтому осталось совсем чуть-чуть ее дорезать. Если сейчас получится, не всегда получается сразу тоже. Бывает иногда что-нибудь делаешь, а там бывает внутри какая-нибудь трещина или еще что-то попадается. Поэтому такие вещи делать тоже, скажем так, есть свои сложности в дереве. Тем более, что да, эта вещь непростая, она имеет свой смысл, этот предмет посуды. Это небольшая такая чаша для меда, Ирунал Мадекуш. У меня, к сожалению, такого прям специального инструмента нету, поэтому приходится вот делать иногда простой стамеской. Вот уже практически готово. Немножко пройтись наждачкой, чтобы она... Раньше-то так не делали это все наждачкой. Наждачки не было, поэтому фактура была более красивая, такая мелкая, как вот здесь вот видно. Была такая вот фактура всегда. А сейчас уже, как говорится, время идет, все меняется. Люди хотят, чтобы было это более, как сказать, более совершенней смотрелось. Вот еще орнамент сейчас нанести сюда небольшой. И будет практически готово. Да, в основном, да, это были растительные орнаменты, символизирующие там жизнь, процветание, все вот это. Вот такой вот орнамент, самый обычный. Сейчас попробуем его порезать. Я обычно пользуюсь такими электроинструментами.
такая вот чаша, мадакуш. Вообще бывает очень приятно, конечно, когда люди не просто покупают эти вещи, а еще ими пользуются. Часто, вот, как я уже говорил, бывает так, что попадаешь на какую-нибудь свадьбу там или день рождения и видишь, как твоими предметами пользуются, там на чаше выносят мед, вот во время свадьбы невеста угощает свою будущую свекровь и остальных родственников мужа. Вот. И бывает приятно, конечно, видеть это, что твоей работой пользуются, не просто она стоит красиво там вот где-то в углу, а именно приносит пользу. Мамай камдармам иди, маны монахам гацалуидок. Мадакушан. Мы много потеряли, осталось мало предметов быта и вообще посуды. Поэтому хочется делать больше. К сожалению, я к этому поздно пришел. Раньше-то я этим как-то занимался время от времени, поэтому будем стараться делать больше таких предметов. Главное, чтобы люди ими пользовались, были востребованы. Будем все для этого делать. Как говорится, трудно не было, но будем стараться что-то резать, придумывать какие-то новые вещи, может быть. Или хорошо забытые старые вспоминать будем. Что-то по-своему. Всегда будем стараться. Главное, чтобы пользовались, чтобы были хорошие воспоминания, когда ее там доставали, чтобы были хорошие воспоминания. Вспоминали, как пришла невеста в дом, как родился человек в новом доме. Потому что без истории и жизни практически не бывает. Жизнь, она идет, история остается.